Количество отравившихся в банкетных залах. Информация по госпитализированным и пациентам с подтвержденным диагнозом сальмонеллез. Зарыбление реки Вилю и Минэкологии также намерено восстановить популяцию осетра в реках Индигирка и Колыма. Якутский символ древа жизни Серге украсил сквер жилого комплекса «Азура-парк» в турецком городе Махмутлар. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. 54 человека, по последним данным, пострадали в ресторанах. 34 госпитализированы, у 20 подтвержден диагноз сальмонеллез. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку ресторанов Якутска, в которых на днях отравилось более 5 десятков человек. Установлены поставщики сырья, возбуждены административные расследования в отношении 2 индивидуальных предпринимателей. Продукция арестована до окончания лабораторных результатов. Напомню, что Роспотребнадзор приостановил работу 4 ресторанов Якутска. Площадь лесных пожаров в России, которые тушат, увеличилась за прошедшие сутки и составила 50 тысяч гектаров. Наибольшая площадь фиксируется в Красноярском крае. Еще 2 пожара тушили в Камчатском. Сейчас режим ЧС действует в 2 субъектах России, на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии. Говоря о нашем регионе, по оперативным данным, за прошедшие сутки ликвидировано 5 пожаров. Ведутся работы по тушению 4 лесных возгораний в Абыйском, Верхоянском и Вена-Бытантайском. Локализован 1 пожар в Среднеколымском районе. На тушении работают 170 человек и 6 единиц техники. Расширить возможности молодых семей по приобретению жилья предложил Минстрой. В том числе разрешить привлекать ипотечные кредиты для оплаты участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Проект нового документа вводит единые принципы для приобретения молодыми семьями жилья по договорам купли-продажи и договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома с использованием средств ипотечного кредита. Также ведомство предлагает разрешить таким семьям направлять социальные выплаты на приобретение жилья или строительство дома. На погашение основной суммы долга и уплаты процентов по кредитам, предоставленным для рефинансирования ранее полученных жилищных кредитов. Частично оплачивать дорогу к месту отдыха за границей предлагают жителям Крайнего Севера. Министерство труда России подготовило поправки в федеральный закон о государственных гарантиях, которые предполагают частичную оплату пенсионерам-льготникам дороги к месту отдыха, в том числе и за пределами страны. 99% льготников успешно оспаривают в судах отказы Пенсионного фонда оплатить дорогу за границу. В 2018 году в суд по этому вопросу обратились более 289 тысяч человек. Согласно подсчетам Минтранса, в случае принятия поправок количество желающих выехать на отдых за границу вырастет, а дополнительные расходы фонда составят 180 миллионов рублей в год, поскольку компенсировать будут только траты на часть дороги по территории России. Развитие в республике нефтегазодобывающей отрасли обсудят в Мирном. Напомню, завтра в столице Алмазного края стартует первый нефтегазовый форум региона. В нем примут участие руководство республики, представители различных компаний, отрасли всей страны, а также представители министерств, ведомств, муниципальных образований, образовательных учреждений и других организаций. Все они обсудят пути развития, перспективы, вопросы экологической безопасности. Сейчас в Мирном завершается подготовка к масштабному мероприятию. В реку Вилюй выпустили мальков. Булунские особи осетров были завезены в поселок Чернышевский Мирнинского района. После того, как осетры успешно адаптировались к искусственным условиям содержания, Росрыболовство включило их в федеральный реестр маточных стад. В июне этого года полученная из них прижизненным способом икра проинкубирована и дала маленьких осетрят. Минэкологии намерена восстановить популяцию осетра в реках Индигирка и Колыма. В планах также искусственное воспроизводство в водоемах Якутии других ценных видов рыб – чира, муксуна и нельмы. Сегодня для Якутии большое событие. Сегодня впервые в истории выращенная молоть сибирского осетра, мальки сибирского осетра выпускаются в реку Вилюй.
Мы долго шли к этому, и была проделана с прошлого года большая работа и федеральными, и республиканскими природоохранными структурами. На уровне муниципальных образований был принят ряд решений. Большая поддержка была оказана со стороны промышленных компаний, в первую очередь компании «Алроса». И вот на Чернышевском водозаводе удалось вырастить несколько десятков тысяч мальков сибирского осетра. И сегодня они вот здесь, в районе Верхнеуфимска, на границе Верхнеуфимского и Вилюйского улуса, выпущены. К 1 сентября готовые в Ленском районе подходят к концу ремонтные работы в образовательных учреждениях. В этом году 180 миллионов рублей на ремонт школ и детских садов было выделено из районной казны. Это на 40 миллионов больше, чем в прошлом году. Завершаются реконструкции стадиона, обшивку фасаду зданий, утепление школы, замена полового покрытия и обновление пищеблока. Вскоре заменят вентиляции и выполнят косметический ремонт образовательных учреждений. Глава района проконтролировал ход работ. На самом деле качество работ везде достойного уровня. Претензий, скажем, подрядчикам особо нет. Такие стадионы будут во всех школах, и во второй, и в первой школе, и в четвертой. Чтобы эти стадионы были шага доступности в тех микрорайонах, где находится школа, чтобы детвора вечером приходила, занималась в свободном доступе. Я надеюсь, что следующий год, 20-й, у нас будет как бы финишный, да, постараемся все наши школы, садики привести, ну, скажем, достаточно хороший уровень, чтобы наши дети ходили, ну, в лучшие здания. В селе Амга бетонируют дороги улиц Комсомольская и Матросова. Бригада начала работу 20 августа и планирует ее завершить в конце сентября. Дорожные рабочие укладывают подушки под бетон, затем заливают дорожное полотно бетоном. Индивидуальный предприниматель Николай Алексеев несколько лет занимается производством шлакоблочной продукции и имеет собственный бетонорастворимый узел. Заливаем дорожное полотно, бетонируем. Улица Матросова, 800 метров. Вот. На данный момент ведется, ложим подушку под бетон, чтобы меньше просадки было. Вот. На объекте работает 6 человек. В планах у нас улица Комсомольская, 860 метров. Вот. Тоже на этот год до морозов нужно успеть все сделать. Грибы и ягоды можно будет сдать в заготконторы и получить деньги. Россияне смогут продать собранные в лесу грибы и ягоды в заготовительные конторы и сельхозкооперативы. Законопроект, содержащий такие нормы, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии. Россия могла бы использовать 8,5 миллионов тонн дикоросов ежегодно, но используется максимум 3% этих запасов. При этом продукция на основе дикорастущих пищевых растений пользуется высоким спросом как в России, так и за рубежом. Делегация Якутии приняла участие в мероприятиях, посвященных 70-летию освобождения Тверской области от немецко-фашистских захватчиков. В Зубцове на Московской горе в 2017 году был установлен памятник героям-якутянам, погибшим в Великой Отечественной войне. Председатель общественного совета при постпредстве Якутии Александр Степанов выразил благодарность жителям Зубцова за заботу о памятнике как символе отваги и доблести воинов-якутян. К 75-летию Победы близ урочища Холм-Березуйский планируют установить памятник с именами 100 воинов, призванных из республики, который удалось установить в ходе поисковых работ. В деревне Филькино Ржевского района также будут произведены работы по расширению памятного монумента воинам-якутянам и увековечиванию новых имен 500 красноармейцев из Якутии на гранитных плитах у полей сражений. Добавим, что в составе 375-й стрелковой дивизии, который участвовал в сражениях под городом Ржев, служил и знаменитый якутский снайпер Федор Охлопков. Якутский символ дерева жизни Сергей украсил сквер жилого комплекса «Азура-парк» в турецком городе Махмутлар. По приглашению якутской диаспоры ритуальный коновязь изготовлен руками известного мастера Александра Павлова. Это уже 6-й его авторский проект за этот год. Фирменные якутские серьги появились в Болгарии, Польше, Латвии, Литве и Селигере. Отметим, что в Турции первый серьги был установлен в столице страны, городе Стамбуле, в рамках Дней культуры Якутска в 2017 году.
129-й театральный сезон стартует в Русском драматическом театре имени Александра Пушкина. В это воскресенье, 1 сентября, зрителей ожидает полюбившийся многим спектакль «Почти сказка. Барышня-крестьянка». А с 6 сентября на сцене можно увидеть «Очи черные», «Капитанскую дочку» и комедию «Тетки». Все эти спектакли, а также «Два берега одной победы», «Без паники сеньоры» и «Два детских», «Бременские музыканты» и «Приключения Буратино» войдут в программу гастролей, которые пройдут в Магадане с 18 сентября по 2 октября. Выезжает фактически вся труппа. Ну, очень приятно, конечно, когда есть возможность выехать составом больше 50 человек. В последнее время у нас, слава богу, это получается. И это, конечно же, это для коллектива театра, для актеров, это огромный стимул. Конечно же, какая-то такая вот прилив энергии, да, какая-то затравка на задел на будущее. И очень хорошо то, что эта возможность у нас есть в начале театрального сезона. Фильм «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой получил гран-при фестиваля этнического кино «Серебряный Акбузат» в Уфе и 1 миллион рублей. Награду победителю вручил председатель жюри, народный артист Сергей Шакуров. Этот же фильм был признан победителем в номинации «Социальное и мотивационное кино» среди полнометражных картин. Напомню, фильм рассказывает историю молодого человека, который старается отвлечь старика, с которым его свела судьба, от мысли о скорой смерти. Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти его дочь. Соревнования по парусному спорту проходят в эти минуты в Якутске на озере Сайсары. На прямой связи с нами наш корреспондент Андрей Мухоплев. Андрей, приветствую, тебе слово. Приветствую, Юлия. Мы находимся сейчас на первенстве города Якутска по парусному спорту. За моей спиной вы уже видите, что яхты уже тронулись, погода шепчет просто. Соревнования проходят, еще раз повторюсь, на озере Сайсары, а яхты, которые отправились, они называются «Шверт-Ботты Оптимист». Соревнования проходят в честь памяти мастера спорта по парусному спорту Валерия Галсанова. Участники соревнований – это спортсмены школьного возраста. И, как сказал знаменитый персонаж советских мультфильмов, кажется, дождик собирается. Ветер очень сильный. Я думаю, что спортсмены покажут наивысшие результаты. Но об этом мероприятии готов рассказать президент Федерации парусного спорта Михаил Ермолаев. Михаил, можете, пожалуйста, поделиться, как проходит это мероприятие и вообще, что оно представляет из себя? Первенство города Якутска по паруспорту мы проводим уже не первый год под эгидой Федерации парусного спорта. У нас имеются яхты шверботы «Оптимист», это детям с 7 до 15 лет. И у нас вот все лето у нас дети занимаются, у нас сотни детей проходит. У нас тут 2 клуба есть. И поэтому нынче, вот как конец учебного сезона нашего обучающего, мы проводим соревнования городские. Спасибо, Михаил. Вот такие новости, Юлия. Тебе слово. Спасибо, Андрей. На прямой связи был наш корреспондент Андрей Мухоплев. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.